Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. 10 июля президент Рауль Хаджимба принял делегацию торгово-промышленных палат Курдистана, которая в эти дни находится в Абхазии с официальным визитом. Делегацию возглавляет президент Федерации торгово-промышленных палат Дарат Джалиль Аль-Хаят. Во встрече также приняли участие заместитель руководителя администрации президента Атгурлушба и президент ТПП Абхазии Тамила Мирцхулава. Для нас важно выстраивать отношения с окружающим миром. И важно, чтобы нас понимали и видели. Наша торгово-промышленная палата уже который год занимается выстраиванием этих отношений. И это дает определенные результаты. Это способствует развитию нашей экономики. И для нас очень важно, чтобы о нас знали, что мы есть как независимое государство. И мы рады, если в ваших интересах это будет иметь место, готовность выстраивать с нашей торгово-промышленной палатой, а потом в целом, говорится, со всей той экономикой, которая у нас есть, отношения, которые будут и нам полезны. Благодарим вас за то, что вы нашли время с нами встретиться. Спасибо за приглашение торгово-промышленной палате. Мы рады, что смогли приехать, увидеть вашу страну и изучить направления для сотрудничества в разных сферах. Делегацию иракского Курдистана также принял премьер-министр Абхазии Валерий Бганба. Приветствуя гостей, Валерий Бганба отметил, что восхищен мужеством иракского народа и рад, что в этой стране наступил мир. Участники встречи выразили уверенность, что первый визит делегации из Курдистана будет иметь определенные результаты, и уже сейчас наметятся конкретные планы двустороннего сотрудничества. Абхазия имела исторические связи с странами Ближнего Востока, с странами Персидского залива. Мы рады сегодня, что делаются первые шаги в этом направлении. Надеемся, что эти связи будут только укрепляться, и что те связи, которые были исторические, и экономические, и политические, будут возрождаться. То, что сегодня вы здесь, это говорит о том, что связи продолжаются, они не прекращаются, и есть возможность продолжения диалога. Мы настроены на развитие двусторонних отношений. Желаем вам мира и удачи вам всем. И надеемся, что мы на будущее будем побольше получить информацию, и мы будем вместе с вами строить эти наши отношения. Сопредседатель политической партии Амцахар Алхас Квициня выдвинут кандидатом в президенты Республики Абхазия. Такое решение принято делегатами на состоявшемся 10 июля в Сухуми внеочередном 11-м съезде партии. На повестке дня внеочередного съезда политической партии Амцахара два вопроса. Общественно-политическая ситуация в стране и выдвижение кандидатов в президенты. А председатель партии Алхас Квициня – единственная кандидатура, единогласно поддержанная делегатами съезда. Более 500 делегатов со всех районов республики приняли участие в работе 11-го внеочередного съезда Амцахара. Были здесь и приглашенные гости – депутаты парламента, представители различных политических партий и общественных организаций. Открывая съезд, заместитель председателя партии Амцахара Рамаз Джопуа отметил, что изначально объединенная оппозиция планировала выдвинуть в качестве кандидата в президенты лидера блока оппозиционных сил Аслана Бжания. Однако из-за состояния его здоровья было принято решение о выдвижении собственного кандидата партии. Оппозиция – это не группа фанатиков, выступающая за своего какого-то кумира, а это здоровые силы общества, объединенные с целью проведения реформ в целях предотвращения катастрофы и направленные на развитие абхазского государства и всего многонационального народа Абхазии. Алхас Квициня – это не опьяненный жаждой власти политик, который во что бы то ни стало стремится занять заветное для многих кресло. Он прежде всего ответственный лидер, умеющий работать в команде, сильный духом человек, сильный прежде всего тем, что не испытывает страха перед тем, чтобы прислушиваться ко мнению как опытных политиков, так и молодого поколения. Сильный тем, что не сворачивает с пути реализации принятых решений под давлением заинтересованных сил и обстоятельств. В свою очередь, обращаясь к делегатам съезда с просьбой поддержать кандидатуру Алхаса Квициня на предстоящих выборах на пост
президента Республики Абхазия. На съезде было зачитано обращение лидера оппозиции Аслана Бжания к участникам съезда, в котором он пожелал всем успешной работы, единства и народной поддержки. Алхаз Квицыня, обращаясь к поддержавшим его кандидатуру соратникам, отметил, что в своей работе будет основываться на программе по развитию Абхазии, которую разработал Аслан Бжания, и его отсутствие не станет поводом отступления от политической борьбы. Первостепенными задачами для себя Алхаз Квицыня назвал объединение народа Абхазии, проведение реформ и усовершенствование системы правления нашей страны. Мне сегодня, честно говоря, очень тяжело здесь выступать и принимать такое ответственное решение без своего друга, соратника, единомышленника Аслана Георгиевича Бжания. Я, принимая такое ответственное решение для себя, отчетливо должен понимать, что это такое вообще. И поэтому я, честно говоря, к этой должности не готовился. Но в основном вся оппозиция, она была очень подготовлена к этим выборам. И я буду брать за основу ту базу, ту программу, которую я озвучивал Аслан Георгиевич Бжания. Оппозиция не идет мстить кому-то во власть. Она идет исправить ситуацию кризисную в нашей стране. Ничьи интересы я никогда не обслуживал и обслуживать не собираюсь. Пусть будут даже это мои близкие друзья. На съезде выступили руководители региональных отделений Амцахара, которые также поддержали курс партии на предстоящих выборах президента. В завершении делегаты приняли резолюцию о кандидате в президенты от партии Амцахара. Алхаз Квицыня также заявил, что если Аслан Бжания сможет принять участие в выборах, он снимет свою кандидатуру. Имя кандидата в вице-президенты будет объявлено позже. В ходе проведения мероприятий по обеспечению охраны государственной границы сотрудниками СГБ Республики Абхазия в Новом Афоне Гудаутского района за незаконное пересечение государственной абхазо-грузинской границы задержан гражданин Грузии Беглар Силасани с несовершеннолетней дочерью Тинатин Силасани. Задержанный в обход установленных пунктов пропуска вместе с дочерью пересек государственную границу в районе села Папанархуа Галского района. Силасани водворен в ИВС Галского РОВД МВД Республики Абхазия. Материалы в отношении него переданы в прокуратуру Галского района. Учитывая несовершеннолетний возраст, Тинатин Силасани в рамках формата женевских дискуссий в присутствии миссии наблюдателей Евросоюза она была передана матери, гражданке Грузии Тамаре Гоксадзе, на пограничном пункте пропуска Ингур. Уже несколько дней, как в нижней зоне Галского района проводятся масштабные мероприятия по лечению ореха фундука с привлечением авиации. Работы ведутся специалистами Министерства сельского хозяйства совместно с управлением сельского хозяйства Галского района. В короткий срок должны обработать территорию площадью более 4000 гектаров. Наша съемочная группа побывала на месте работ. Репортаж Саида Джарсалия. Более 4000 гектаров насаждений ореха фундука обрабатываются с воздуха специальными препаратами. Лечение плантации проводится по государственной программе бесплатно. На это из средств республиканского бюджета Абхазии были выделены более 6 миллионов рублей, а лекарственные препараты были предоставлены Минсельхозом России и международными неправительственными организациями. В данном случае мероприятия, которые проводятся, используются 3 вида химических препаратов, которые призваны защитить растения от мраморного клопа, от грибковых заболеваний и от яйцекладки и личинок младших возрастов. Вот 3 компонента лекарств, которые мы используем в баковой смеси и распыляем с помощью авиации на плантациях, которые удалены от приусадебных участков и которые призваны дать большой урожай. Это мероприятие инициировано Министерством сельского хозяйства, поддержано и профинансировано правительством. Но надо отметить Министерство по чрезвычайным ситуациям и руководство авиапредприятия Сухумского авиаотряда, которые полностью экипированную технику предоставили для того, чтобы эти работы проводить.
Для обработки насаждений в таких масштабах был необходим вертолет, так как на наземной спецтехнике в этой местности на лечение 4000 гектаров ушло бы слишком много времени и средств. Авиахимобработку проводят на специализированном вертолете Ми-2. За штурвалом пилот с 33-летним стажем по авиационно-химическим работам. В районе Гала проводим уже неодноразовые работы химические. Производились и раньше. Эффект ощутимый. Сейчас опять попросили помочь. Эффективность и производительность на вертолете очень огромная, скажем так. Работа проводится качественно. Химикаты завезли вовремя. Организационные вопросы руководством Гальского района решены на высоком уровне. Остается доработать. И чтобы у нас с урожаем все получилось хорошо. Авиация работает в сухую безветренную погоду. Работы по авиахимобработке начинаются рано утром и продолжаются до полудня. С помощью вертолета в день распыляется до 800 литров раствора, что может охватить до 900 гектаров. Сейчас мы летим обрабатывать плантации орехов фундука в селе Батыбара Галского района. Вертолет совершает в день до 25 вылетов и обрабатывает около 30 гектаров насаждений орехов фундука. Авиахимобработка этих территорий была проведена и в прошлом году. По словам местных жителей, мероприятия по лечению насаждений дают хорошие результаты, так как количество вредителей сельхозкультур уменьшились в разы. Урожай с орехом был очень плохо. Вообще ни 1 грамм не взяли, не было орех. А в этом году уже государство помогает нас, видим. Очень качественная работа идет. Если что-нибудь будет, это благодаря от государства и Бога, что нам даст. Все мероприятия по лечению плантации ореха в нижней зоне Галского района будут завершены в течение недели. Саид Джарсаля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 10 июля отмечает юбилей Сира Михайловна Авицба, руководитель Сухумского государственного училища культуры. За вклад в развитие национальной культуры и многолетнюю педагогическую деятельность указом президента Рауля Хаджимба Сира Авицба награждена орденом Ахзапша 3-й степени. Чтобы поздравить Сиру Михайловну с заслуженной наградой и с юбилеем, в стенах училища культуры собрались ее друзья, коллеги и ученики. Позвольте мне в этот такой праздничный, знаменательный день поздравить вас с юбилеем, пожелать вам здоровья, долгих плодотворных лет работы, жизни, счастья, успехов во всех ваших начинаниях. 2 абхазских фильма «Меня зовут Махаз» режиссера Инара Нармани и «Отец» Тимура Квиквискири примут участие в фестивале живого кино под открытым небом «Кинолес», который пройдет с 12 по 14 июля в Санкт-Петербурге. Оба короткометражных фильма не раз принимали участие в различных российских и международных кинофестивалях. Кинокартина «Отец» Тимура Квиквискири в 2018 году заняла 2-е место в номинации «Лучшее короткометражное кино» на фестивале «Лучезарный ангел» в Москве. Фильм абхазского режиссера Инара Нармани «Меня зовут Махаз» стал победителем международного кинофестиваля короткометражных игровых фильмов «Коник Фильм Фестиваль», также в Москве в 2018 году. И, кроме того, в том же году получил приз жюри за самобытное творческое решение на кинофестивале в Калининграде. Один из ключевых тезисов заключается в том, что 2 абхазских фильма попали вместе в одну конкурсную программу. То есть, на мой взгляд, это очень такое знаковое событие, потому что это фестиваль, который концентрирует яркие кинематографические события вокруг себя. То есть фестиваль, который собирает фильмы по всему постсоветскому пространству и, значит, являет их народу. Очень важно сказать, что это будут фильмы на абхазском языке. То есть люди видят абхазскую речь, услышат про наш кинематограф. Чем это не здорово? Мне кажется, это такое приятное событие.
В список стран, которыми чаще всего интересуются российские туристы, используя поисковую систему Яндекс, вошли Турция, Кипр, Франция, Абхазия, Таиланд и Тунис. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое исследование Яндекс Путешествия. Как говорится в сообщении, эксперты сервиса проанализировали туристические запросы за июнь 2019 года и выяснили, какие зарубежные страны были более популярны у путешественников из России. При этом интернет-портал «Кубанские новости» уточняет, что в топе 5 первых позиций запросов краснодарцев информация о таких направлениях, как туристические поездки в Турцию, Абхазию, Италию, Грецию и Испанию. Новый проект абхазского телевидения «Будьте в курсе» посвящен банковской сфере Абхазии. Сегодня после выпуска новостей смотрите первую передачу, в которой автор и ведущий Георгий Берзеня расскажет все о пенсии и почему в день ее выдачи у банкоматов выстраиваются очереди. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. К концу дня возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 28-33 тепла. Температура моря плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.